Здравствуйте, дамы и господа. С вами на связи Олег. И в этом уроке Академии я хочу показать, как правильно исправить свои личные данные в кабинете. Так как очень много людей не могут сделать это все правильно. Итак, начнем. Как вы видите, мы находимся на нашей первой странице. Страница «Дом». И в выпадающем меню, наведя курсор на мой аккаунт, в выпадающем меню появляются личные данные. Также это все, та процедура, которую я сейчас буду рассказывать, подходит для изменения банковских данных, если вам это надо сделать. Итак, мы нажимаем «Личные данные», попадаем на страницу, где у нас есть возможность поменять все, что нам надо. Как эта процедура действует? Итак, мы можем поменять, если, не дай бог, у нас здесь на кириллице сделано, можем поменять здесь, можем поменять email, можем поменять наш налоговый документ, ИНН, или в других странах это по-другому называется. Можно поменять номер мобильного телефона, паспорт. И теперь хочу акцентировать ваше внимание еще на одну вещь. Так же само вы можете менять адрес, город, почтовый индекс, регион и область. Я только хочу акцентировать ваше внимание вот на таком отделе. Почтовый адрес. То есть это вот весь этот отдел, который у нас отвечает за доставку. Чтобы здесь, пожалуйста, ребята, внимание, всем просверьте, чтобы у вас здесь были полностью правильные данные. Потому что если вы будете, скажем, получать какую-то продукцию, карточки и тому подобное, и это будет приходить на неправильный адрес, будет возвращаться в компанию, компания должна оплачивать возврат продукции. Соответственно, компания не будет всегда платить со своего кармана. Потом будете обижаться, что вот что-то не так, вот что-то не такое, компания сняла за что-то деньги. Именно за то, что кто-то, я не говорю, что это все, но есть такие у нас специалисты, которые вносят сюда абракадабру, а потом жалуются, что им что-то куда-то не приходит. Поэтому с этими штуками внимательно. Теперь другое. Когда вы измените здесь или имя и фамилию, то вам надо будет после изменения зайти в отдел «Документы», скачать обратно контракт, подписать и отправить в компанию. Так как автоматически, изменяя что-то вот в этой верхней части или в этой части, так же самое это работает с телефоном, так как телефон тоже вносится в контракт. Изменяя вот эти все штуки наверху, вам после этого надо еще раз зайти и обратно скачать контракт, подписать и отправить в компанию. Так как если вы и здесь поменяете свой мобильный телефон или вот эти данные, 3, то есть налоговый документ, паспорт и номер мобильного телефона, то вам обратно надо скачать контракт. Так как при поступлении СМС на измененный номер без подписания контракта, вы уже СМС получать не будете. Итак, ребята, проделав все эти манипуляции, которые надо здесь проделать, так как говорим за эту страницу, изменим все, что вам здесь надо. После этого вы здесь вот вносите ваш текущий пароль. То есть именно тот пароль, с которым вы входили в этот кабинет. Входили и входите. Не надо вписывать ничего сюда. Не надо. Не надо ничего вписывать сюда. Не надо. Потому что не сохранятся данные. После этого вы нажимаете вот эту кнопочку Submit. И у вас здесь вверху появится сообщение. Вот в этом месте приблизительно у вас появится сообщение, что ваши данные сохранены. То есть вы здесь их не увидите, что они сразу сохранились. Почему? Потому что вам после того, как вы это сделали и получили вот это сообщение, что ваши данные сохранены, надо сделать еще одно движение. Вам надо выйти полностью со своего кабинета.
Вы вышли со своего кабинета, вносите обратно ваш никнейм, вводите ваш пароль, заходите в ваш кабинет, обратно нажимаете на мои личные данные, или если такие же дела вы делали с банковскими данными, и вуаля, вы видите, что ваши данные изменены. Если у вас здесь не вышло изменить данные, возможен такой вариант тоже. Почему? Самый первый вариант, я рекомендую всем сразу заходить с Google Chrome, менять вот эти данные. С Google Chrome работает все 100%. С Internet Explorer работает очень плохо, так как компания Microsoft Internet Explorer старый уже не обновляет, не приводит в соответствие с новыми веяниями. Они уже для своей Windows 8 создали Internet Explorer 10. Вот. А так как мы знаем, что наши кабинеты уже приспособлены для работы на любых гаджетах, на телефонах и тому подобное, то Internet Explorer уже не приспособлен к этому. Я рекомендую Google Chrome. Также неплохо работает Mozilla. Это один из вариантов. Второй вариант. Почему может данные не сохраниться в данный момент? Если вы попали в момент, когда идут какие-то работы на сайте, вы этого можете не видеть. Но тогда, когда ведутся работы, они перед этим делают бэкап всего сайта и не разрешают больше никому ничего изменять в этот момент. Программисты так работают. Значит, что вам надо сделать? Просто проделать эту же самую процедуру, скажем, на следующее утро. Или на тот же вечер, если вы это делаете с утра. После этого у вас все будет дальше работать. То есть все станет на свои места. И поэтому, ребята, пожалуйста, распространите это видео всем своим партнерам. Также оно будет на канале Казартег в СНГ. Чтобы все могли увидеть и иметь еще один инструмент, как устранять проблемы, которые были созданы. И еще раз говорю вам, ребята, и напоминаю еще раз, когда вы изменяете что-то вот в этой верхней части, кроме email, вам надо обратно скачать контракт, так как там автоматически меняются ваши данные. Обратно скачать контракт, обратно распечатать его, подписать и отправить в компанию. Два слова еще скажу о том, как вам надо написать короткими предложениями в суппорт, чтобы вам забрали тот старый контракт и вы смогли загрузить новый. Короткими предложениями, простейшими, со своего кабинета. Пишите, не надо писать больших простыней. Пишите коротко. Я, такой-то, такой-то, ID, такой-то, такой-то. Прошу убрать мой старый контракт, чтобы я смог загрузить новый. Спасибо. Все. Не надо никаких больших. И писать это литературными словами. Они Google переводчиком, они сами там переведут. Но желательно это взять, перевести простыми фразами. Поставить на Google переводчик, перевести или на английский, или на португальский. И чтобы вы хорошо понимали, как вы это делаете, и правильно ли вы перевели, пишите, переводите, а потом переводите на том же самом переводчике обратно. Если ваши предложения обратно перевелись на понятный вам язык, значит все нормально переведено. Если нет, вам надо просто подыскать литературные фразы. Не писать в суппорт «Мой бабка шоль, булька значоль». Пишите конкретным языком. Если вы не знаете конкретно русского, у вас есть свой язык. Я думаю, что Google переводчик работает с очень многими и многими языками. Поэтому пишите на своем родном языке, тоже литературными словами, и так же само переводите на португальский или на английский. И потом обратно копируете и делаете обратный перевод. Сходится? Понимаете? Значит, все нормально, отправляете в суппорт. Так, ребята, я желаю вам успеха и до новых встреч, до новых видео. До свидания.